Здравствуйте! В прямом эфире работает программа «Новости», в студии Луиза Хатуева, и коротко о главных событиях этого дня. Главное модное событие сезона. Чеченский бренд «Фирдаус» представил новую весенне-летнюю коллекцию. Очистить реки и укрепить берега. Необходимый материальный ресурс, это техника, это предприятия, которые имеют технику, они оповещены. Республика готовится к сезону паводков. Суперкубок Чечни. Футболисты оспаривают главный трофей региона. Этим вечером в Грозном состоялся показ новой весенне-летней коллекции от дома «Фирдаус». Это событие привлекло внимание знаменитых кутюрье и звезд шоу-бизнеса из России и других стран. Новую линию одежды от чеченского бренда оценила и Ясмина Гацаева. Над этой коллекцией Айшат Кадырова и ее команда работали больше полугода. 30 платьев, выполненных исключительно из натуральных тканей, вызвали настоящий фурор среди зрителей. В нарядах сквозит нежность, яркость и весеннее настроение. Изумительные цвета, тончайшие материалы. В эти платья вложено не только много работы, но и частичка души ее создателей. Они сдержанные, но и в то же время они притягивают внимание, да, блестки, все дорого, все вышито, ручная работа, бисер, какие-то особенные детали, в общем. Но я уверена, что она сможет все, и она современная, как современная молодежь, и она чувствует, что нужно людям, что нужно современному миру. И в общем, удачи ей, прям большой-большой удачи. Я уверена, что у нее все получится и все впереди. Сегодня я прилетела с визитом в Чечню по приглашению модного дома и на презентацию духов. И я так понимаю, что сегодня мы еще увидим какие-то другие платья красивые. Поэтому с удовольствием жду и очень рада оказаться здесь. Вообще вот эта тенденция такой восточной моды, она сегодня прослеживается у всех дизайнеров всего мира. Понимаю направление, в котором движется этот модный дом. Я понимаю, что это будет именно что-то, то, что я ожидаю, но я надеюсь, что что-то я увижу, то, что мне очень захочется. Я вообще всегда очень радуюсь, когда я прихожу на показы мод и вижу платье или какой-то наряд, который я очень хочу иметь у себя дома. Это первый показ модного дома после того, как его возглавила Айшат Кадырова. В подготовке красочного шоу, организованного в восточном стиле, названного «Весенней сказкой», руководителю дома моды помогала известная телеведущая и продюсер Яна Рудковская. Сегодня вы сами видите, какая красивая, это фантастическая сказка. Я очень рада, что дом «Фирдаус» сейчас вдохнул новый свежий глоток с приходом Айшат, свежего воздуха. И это будет что-то невероятное, будет новый модный дом. То есть мама Медни заложила традиции, а Айшат делает новое направление в моде. Я счастлива, что я имею отношение к этой красоте. Когда я получила приглашение на показ, я была в таком предвкушении. Такое количество гостей, столько красоты в одном квадратном метре. То есть я прям правда в предвкушении, и спасибо огромное. Я в который раз восхищаюсь и гостеприимством, и уважением к гостям. У меня нет слов, я переполнена любовью, и мне очень здесь хорошо, спокойно, и такое уважение, просто я влюблена. Шикарные платья, потрясающие наряды. Все только самое яркое. Мода – это яркость, это красота, а скромность, она же украшает. Я всегда мечтала посетить ваш город и с удовольствием прилетела. Очень жаль, что только на один день, но я уверена, что вскоре еще сюда получу приглашение. У этих нарядов очень мягкие ткани, яркие цвета, фактура. Мне очень понравилось. Замечательный вечер. Я думаю, что у этого модного дома большое будущее. Фирдаус порадовал не только новыми нарядами, но и представил новый аромат от модного дома. Идее создания яркого, нежного аромата с цветочными нотами предшествует семейная история. Сегодня, помимо того, что первая презентация, первый показ
Айшат для дома Фердаус. Но и самое главное, сегодня презентация ее первых духов, первого ее парфюма. Когда-то мама Айшат Медни подарила Рамзану Ахматовичу духи, большой флакон. И этот флакон стоял в доме, и все дети подходили к этому флакону, они его крутили, вертели, они его слушали запах. И все любили этот аромат. Между прочим, Рамзан Ахматович до сих пор не изменяет этому аромату. Абсолютная правда. И Айшат подумала, ну почему же вот есть у нас семейный аромат, но мы никому вот не можем его показать. Надо что-то создать такое, чтобы я могла подарить миру свой аромат, который чувствую я, продолжая, чтобы я, самое главное, этим ароматом донесла наши чеченские традиции, нашу культуру. И самое главное, я хочу, чтобы этот аромат могли иметь все, как кусочек моей родины. И это получилось. И буквально сейчас будет волшебство. Только Айшат может это сделать. И буквально сейчас будет раскрываться этот цветок и появляться этот огромный, красивый флакон. Вот. Но самое главное, когда мы общались, я спросила: Айшат, скажи, пожалуйста, мне, конечно же, не терпится узнать, кому первому ты подаришь этот свой первый аромат, который создан твоей душой, мне кажется. Там заложена ее душа, реально ее душа. И она сказала маме, ну, конечно же, маме. Ну что, я думаю, что сейчас вот этот маленький, но очень трогательный флакон, я хочу сказать, что это заслуживает аплодисментов, потому что мама вдохновила Айшат на создание коллекции, мама вдохновила Айшат на создание аромата для такой трогательной, красивой истории. И все это происходит 1 марта, друзья, в день весны. Давайте аплодисменты. Ну вот, самый трогательный момент состоялся. Да. Кстати, потом вы можете, друзья, пройти, когда мы будем покидать эту площадку, вам всем дадут попробовать этот аромат. Я думаю, что у него будет очень много поклонников. Бренд «Фердаус» известен далеко за пределами России. Модный дом неоднократно принимал участие в фэшн-шоу мирового уровня. Их коллекции отличаются сдержанностью, скромностью и богатством вкуса. Меняется мода, стиль, но неизменным остается одно – приверженность национальным традициям и исламской культуре. На сегодняшний день закрытые платья, они на самом деле популярны, потому что известные дизайнеры создают уже закрытые, длинные в пол платья. Дольче Габбана, например, создали абайи. Я думаю, это популярно. И мне нравится именно создавать то, что может одеть мусульманка, закрытая в хиджабе. Вот, и я решила продолжить, скажем так, дело своей мамы. Во все платья я вкладывала свою душу. Я, прежде чем начать эту коллекцию, очень много старинных фотографий просмотрела, где изображены чеченки в национальных габли. Я к этому пришла, когда первый раз создала такую мини-коллекцию для своей сестры на день рождения, и я поняла, что это мое, что мне это нравится. И после родители решили отдать Дом моды Фердаус. Где-то полгода назад начала думать о своей коллекции, и я хотела его сделать именно в национальном стиле, потому что мне очень нравятся старинные национальные габли, у нас называются. И прежде чем начать разработку своей коллекции, я просмотрела очень много старинных фотографий. И вот меня вдохновили предки ваши. Предки, да, наши женщины, девушки, да. И вот получилась эта красота. 11 марта, да, мы открываем неделю моды в Москве, и потом уже планируем в Париж.
Руководитель модного дома рассказывает, ей импонирует творчество многих мировых кутюрье. Однако никогда не возникало желания повторить их образы. Она уверена, у каждого дизайнера должен быть свой стиль, который будет узнаваем при первом же взгляде. Мне нравится работа Элисаб, Валентина, но у меня никогда не возникало желания им подражать. У дома моды Фирдаус свое направление. Сегодня, когда модели выходили, у меня были такие эмоции, которые я не могу вообще передать словами. Гордость, радость. Мне очень повезло с моей командой, которая день и ночь работает, старается. Без них было бы очень сложно. Я им в эскизах показываю, что я хочу, и они, конечно, вот создают всю эту красоту. Красочное шоу завершилось выступлением популярной группы «Градусы» и певицы Нюши. Также все гости получили от модного дома в подарок аромат «Фирдаус», после чего глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил гостей на торжественный ужин. Ясмина Гасаева, Магомед Мударов. Новости. Полную версию показа весенне-летнего сезона модного дома «Фирдаус» смотрите в нашем эфире в воскресенье 5 марта. Муфти Чечни Салах Межиев и советник главы республики Адам Шахидов принимают участие в международной конференции в Египте. Религиозные деятели из разных стран собрались, чтобы обсудить вопросы межконфессиональных и межэтнических взаимоотношений, толерантности и мирного сосуществования. Форум под названием «Свобода и гражданство, многообразие и интеграция» позволит выработать мусульманам общий взгляд на проблемы современности. Напомню, чеченские алимы находятся в Каире по приглашению ректора старейшего исламского вуза шейха Ахмад Таиба. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мисри Египтиера шейхул Азхар, шейх Ахмаду Таиб скайхан байтна Адам Хаж вай Кузаха да клочду конференция. Конференция ялбя герг дайк шхову дук баш мехшкар бак علم نعبو قيش دنيا نعبو دقق امنشكر نعبو قيش континентшкар نعبو конференция чулацам хубон велчи бусуб дино قيش دنيا ور الا استغن ظلم ده تمقدو قيش دنيا بر الا ناغن غيلو يتمقدو يقيش قامنشكر ور الا ناغ تسان خاصو يتمقدو مرشا تعني ديخ شخيلر نتاعها ادم سطر دو قش ووشيشتا غلقي ماشي عديخ شخيلر اذا بايم عليه الصلاة والسلام سو حقويت النقلر شا قيش دنيا بوش ناغ تسانا مو ويغنا إلشان عليه الصلاة والسلام ما شرحها حقويتين بوش نيقة تسانا إشتا بوقتشولاتسم بولشا конференцию Российской Федерации представляет Войнохча Республика ю везглош дала тя беркати юл бусубнагана масунагана дала пайдяха беркти бойлхунах. Сотрудники МЧС готовятся к паводкам. Из-за таяния снегов и обильных дождей в зону подтопления могут попасть сразу несколько населенных пунктов Чечни. Для уменьшения риска чрезвычайных происшествий ведутся работы по очистке рек и укреплению берегов. Подробности у Элины Дадаевой. Наступление весны для жителей Хангиш-Юрта уже не проблема. В прошлом году специалисты изменили русло Терека, и теперь наводнений можно не опасаться. До сих пор из-за таяния снегов в горах и обильных ливней уровень реки поднимался, что влекло за собой смывание прибрежной части. Раньше на этом пустыре находились дома, из-за регулярных паводков жителей пришлось расселить на более безопасные участки. O'zbekistonga qarshi zavyuch. Hal siyasi yanaştır. Gerçekten diler xiyalda için. Do daha şu çana do arhakar yol yakar ben şin. İşu sanda hoş hayk mangıl tuğş mayakari hal işu sanda kuyar. Ziyanışdır. Deçik de göldük. Doktor şimdi çıkıyor, dakar terkçer, dago. İşte böyle şeyler kibaş. Şimdi dadiyazı çandı kibaş. Halderle sundak doğuş. Denziye скуза. Однако власти республики решили не рисковать. Берега Терека и других рек будут укрепляться в первую очередь. Это касается Шалинского, Урус-Мартановского и Гудермесского районов. Прогнозы на сегодняшний день у нас снегопозапас в горах составляет 50-80
84%. Это 50-84% от нормы. Это ниже на 10-12% по сравнению с прошлым годом. То есть снегозапас небольшой, но снегонакопление может продолжаться и в марте месяце в горах. Также мы будем уже в марте месяца, к концу марта месяца иметь уже более подробный прогноз возможной обстановки на территории республики. По словам специалистов, обильные ливни и таяние снегов – два основных фактора, способствующих к весеннему половодью. 34 населенных пункта в 10 районах ежегодно страдают от паводков. Мы, будем готовы. Предварительно то, что необходимо, эта работа ведется. Но эта работа комплексно ведется. За один день это же не сделаешь. Те необходимые материальные ресурсы, это техника, это предприятия, которые имеют технику. Они крупные наши предприятия, естественно, монополия, Нурэнерго, Чеченгаз и все такие структурные подразделения, Минприроды, Минпром. Они, каждый знает свою задачу, и там, где необходимо задействовать технику, все оповещены, все в курсе, что они должны предпринимать, что должны делать. А в целом рабочая группа, которая комплекс мониторит, они эту работу делают. В ближайшее время должно состояться заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также запланирована комплексная тренировка экстренных служб и учения, которые пройдут при полевых условиях. Начало весны. Это сейчас терек не представляет угрозу, но, как утверждают специалисты, скоро она может проявить свой бурный нрав и выйти из берегов. Задача властей – предотвратить подтопление и быть готовым к любому развитию событий. Элина Дадаева, Булат Баканаев, Луиза Юнусова. Новости. Чеченские налоговики подвели итоги работы за 2016 год. И несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, службе удалось сохранить положительную динамику налоговых поступлений. В прошедшем году их прирост составил 25%, то есть 2,5 миллиарда рублей. Такой результат лучший среди регионов СКФО. На встрече наметили мероприятия по урегулированию задолженностей на 2017. На текущий момент в совокупности она составляет чуть больше 3 миллиардов рублей. По сравнению с началом года это меньше на 63 миллиона. В течение 2017 года меры, направленные на минимизацию налоговой задолженности, будут реализованы. Выявляются те налогоплательщики, которые не зарегистрировали или не перевели свое имущество из жилого в нежилое, или вообще не зарегистрировали землю и имущество. Они выявляются, проводится работа по их регистрации, и это дополнительное поступление в бюджет в будущем. В память о героях в Урус-Мартане вспоминали погибших в годы 2 чеченских кампаний. В городе открыли мемориальную плиту с именами погибших правоохранителей. В церемонии приняли участие местные жители и официальные лица. Тинатин Музашвили продолжит. Этого события ждали давно. Теперь имя всех героев, погибших, защищая порядок на территории республики, будет увековечено в камне. День открытия мемориала тоже выбран не случайно. Сегодня в Чечне отмечают День джигита. شايسينوش دعدل دال دو دعبان بول وش دال ديقل بول دال جيش دول دال غازوت قبل دول أعمد حاجة سو أربع قنال بولش موقع تعاقيتن رجال شق بول كنت بورش تانورش بيت بولا دات بيت بويش يا توي 343 фамилии белым по черному выделены на гранитных плитах. Памятник решили установить на границе 2 районов. На открытии собрались жители, школьники и представители власти. Руководитель района напомнил, что мир на чеченской земле наступил благодаря вкладу этих людей. شدينا حالات هدينا دقيوش والله وباتشنا الله دير يسخيل تانا دار مولعة ويش دنيا شو يوقشل زمان شو عقرس متانس كلايون نعا هرتان لده هو دار حدا إذا شرعة أسكنت بالقل داقش سانتي ساعة داقش إيش
На церемонии присутствовал и помощник главы республики, куратор Урус-Мартановского района Хасейн Кадыров. По словам жителей района, подвиг земляков стал для них нравственным уроком мужества. На открытии комплекса и родственники тех, кто погиб за родину. وخلا لاتش ديون نانو يبوشيش قوق تشير ديون انت دعبي وقتنا عش ايش دايبو ويديش دلهم داتن نو دل هرسن نو ميري برياتي خيلي يفسر وين خزاني دا غزوة قوبل دويل تير اوغر حال اعمد حاجيتان دا وين حلقة قوم الحلقة وين شي سدع دير الشول دا Здесь надеются, что памятник станет еще одним напоминанием о том, какой ценой в республике был достигнут мир. Тинатин Музашвили, Шамиль Саламов, Ислам Расуев. Новости. Чеченский Минтруд предлагает безработным 1000 вакансий, однако желающих трудоустроиться не так много. В то же время многие обращаются за помощью к властям. Почему это происходит? Ответ на этот вопрос искали на сегодняшней встрече. Представители администрации главы и правительства и других ведомств пригласили в Грозный более 500 безработных молодых людей, чтобы выяснить причины такого поведения. أحيق سلا لا تسق أحيق قد عدا لك كيش نعدون سرازو كامل تروحوا من كورتيري نكرين يكتون ماشي عم بيحشوا ندين يوم شتيس كيش نعدون لا تسق أحيق ديش خلر دونا يدال بايا مرا أولى شديكش نا ويديش دون حقني خاخوج يدوز الوقيا كيشتونا داخل دويت على عديش تكتون. После беседы для безработных устроили ярмарку вакансий и подробно рассказали о рабочих местах. Как отмечают организаторы, многие привыкли писать в социальные сети просьбы о своем трудоустройстве. Вместо этого необходимо просто обратиться в центры занятости населения. Мы все знаем, какое внимание уделяет Рамзан Ахмадович вопросам трудоустройства молодежи нашей республики. И каждый день проводится огромная работа по созданию новых рабочих мест, по трудоустройству именно молодежи нашей республики. Сегодня были даны ответы на их вопросы, была проведена разъяснительная работа, как правильно поступать. На сегодняшний день в нашей республике 2000 вакансий. И там есть рабочие места, где можно трудоустроиться. И многие об этом не знают. Мы сегодня молодежи объяснили, как правильно поступать, куда надо обращаться и где можно реально решить проблемные вопросы, связанные с трудоустройством. Сварщики, автомеханики, каменщики и преподаватели. Кто лучше в своем деле, узнавали в Грозном. Церемония открытия второго регионального чемпионата молодых профессионалов состоялась в Министерстве образования. Соревнования между студентами СУЗов будут проходить несколько дней сразу на 4 площадках. Победителям откроется дорога в Европу. С претендентами на звание лучшего пообщался наш корреспондент. Кто лучший сварщик, автомеханик, каменщик и преподаватель в младших классах? Учащиеся сразу 4 техникумов республики сегодня состязались в этих отраслях. В Министерстве образования и науки открылся второй региональный чемпионат «Молодые профессионалы». WorldSkills Russia – это проект по совершенствованию системы профессионального образования. Он призван внедрять лучшую международную практику в системе подготовки рабочих кадров во всем мире. И такие конкурсы, где молодые специалисты могут показать свое мастерство, проводятся как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. На торжественной церемонии открытия чемпионата были представители Министерства по делам Северного Кавказа, министр образования и науки по Чеченской Республике и другие официальные лица. Это популяризация рабочих специальностей, это также профориентация молодежи и, разумеется, непосредственно обеспечение народного хозяйства специалистами определенной необходимой квалификации и уровня образования. Вот это главные цели движения WorldSkills, и я надеюсь, мы достигнем поставленных задач. Соревнования будут проходить в течение 3 дней на разных площадках по автомеханике, кирпичной кладке, сварочным работам и преподаванию. Сегодня в технологическом техникуме борются ребята за звание лучшего в своем деле. Всего 7 участников, 2 часа кропотливой работы над деталями. Оценивают работу комиссии очень тщательно. Сегодня у нас первый этап – сборка сосуда под давлением.
Будем потом уже после сборки сосуда, мы будем уже по давлению проверять, закачивать воздух, будем в воде проверять, пропускает сосуд или нет. Если сосуд не пропускает, то он оценивается в 30 баллов. Если он пропускает, тогда уже 0 баллов. Желающих участвовать с каждым годом все больше. Принимаются ребята в возрасте до 23 лет. В каждой из отраслей не менее 5 человек. 3 марта, в последний день состязания, будут определены победители в каждой сфере. Они получат возможность поехать на 5-й национальный чемпионат России, который пройдет в Хабаровске. А победитель уже этого масштабного конкурса поедет на конкурс в Европу. Артур Ханкурханов, Луиза Баснукаева, Халид Мовсаев, Дани Хавхаров. Новости. 50 лет, отданные воспитанию нации, жительница Шатуя Хэди Мучарова посвятила жизнь работе в школе. Мастерство женщины признано коллегами и ее учениками. Свое дело она передала и дочерям, которые также работают педагогами. Наш телеканал начинает цикл сюжетов, посвященных женщинам. Моя коллега Хава Идиева побывала в гостях у семьи. Она спешит не с работы домой, а наоборот. Да и работа, шутит, уже давно стала вторым домом. Вот уже 48 лет Хэди Мучарова, учитель начальных классов. Когда-то она сама, едва закончив школу, вернулась в нее снова. Уже не учиться, а учить. Говорит, что педагог должен не только делиться знаниями с детьми, но и помогать им становиться взрослыми. Как когда-то ей помогали ее отец и старший брат. По их стопам она и пошла. Именно они привели ей любовь к этой профессии с гордым названием «учитель». Преподавание – это для меня главное, мне кажется, в жизни. Я стараюсь детям дать все возможное, что я знаю. Занимаюсь с ними и дополнительно занимаюсь. И кто слабый, приглашаю к себе домой, дома занимаюсь. Главное для меня – это работа с детьми. В их семье учитель – это действительно призвание. Ведь династия продолжается и сегодня. Две дочери Хэди тоже преподают в школе. Учителем начальных классов Зульфия Типсаева работает 11 лет. Преподавание для нее, как и для мамы, не просто профессия. Смысл всей жизни. Это чувствуют и дети. Она нас учит всему, что знает сама. Она хорошая, добрая. Всегда, дает нам рисовать. В чем-то она и сама до сих пор ученица, говорит Зульфия. Ведь и сегодня даже с таким большим педагогическим стажем не прочь услышать мамины советы. По словам сестер Типсаевых, им ни разу не приходилось жалеть о своем выборе. Настоящие педсоветы проходят и дома, за чашкой чая. В качестве главного наставника выступает мама. Начинающих телефон тухуш вишта юди цу урок моя хожуш ишта цунода хашса. У Хэди дома всегда было немало работы. Она вырастила 6 детей, которые смогли реализовать себя в различных сферах. К тому же она и бабушка 12 внуков и 11 внучек. Так что воспитательная работа и дома, хоть отбавляй. Сколько я свою мать помню, у нее работа и дом, линии между ними не было. И дома была учительница, и в школе. У нас мы не могли определенно дать такого понятия, не было, что она в школе такая, дома такая. Очень любит детей с детства, как я ее знаю, помню, сколько свою мать. Им она уделяет особое внимание. И даже вот по истечении стольких лет работы я не устаю на нее смотреть, удивляться, как она, у нее столько ресурсов еще. И с каждым годом любовь к детям у нее просто усиливается. Жить профессией и любить детей. В этом, по их мнению, заключается секрет успеха. Семья Типсаевых намерена воспитать еще не одно поколение учителей. Хава Идиева, Магомед Мударов и Зелим Закаев. Новости. Чечня встречает новых путешественников. Желающих посмотреть достопримечательности региона становится все больше. Эти выходные не стали исключением. Около 300 туристов прибыли в Грозный. С гостями столицы пообщалась Аза Исаева. Все по традиции начинается с аллеи славы. Экскурсовод рассказывает о роли того, чьим именем назван этот комплекс в достижении мира на чеченской земле. Также гости побывали у Вечного огня и накупили товаров в сувенирной лавке. Отдыхаю в Ессентуках и предложили мне экскурсию в Грозный. Я очень давно мечтала, понравилось очень, особенно скорость восстановления вашего города.
понравился очень мечеть. Мы путешественники вот с дочерью, да, то есть по странам ездим. И нам есть с чем сравнить, я хотела сказать, да. Впечатление прям необыкновенное. Но вот я могу сказать, знаете, как по истории, с Волгоградом могу сравнить, вот если по России сравнивать. Вот именно с Волгоградом. Вот, мощь. Это тот случай, когда мало памяти одного телефона. Ведь для того, чтобы запомнить город как можно ярче, нужно сделать гигабайты фотографий. Небывалая тишина лишь сердце Чечни. Это знакомство не столько с городом, сколько с целой религией. Вот балкончик, где стоит кресло, место, откуда звучит проповедь, называется Минбар. Люди задают очень много вопросов, потому что спрашивают, за сколько это построено. В курсе, что затягивать строительством в регионе не любят. И часто они спрашивают, а как это возможно? Ну, правильно же говорят, что глаза боятся, руки делают. Высоту достигнутых в регионе успехов туристы оценивают на соответствующем уровне. Комплекс высоток Грозный-Сити и храм Архангела Михаила завершили экскурсионную программу в это воскресенье. Аза Исаева, Руслан Яхьяев, Ислам Расуев. Новости. Суперкубок Чечни. В Грозном боролись за главный футбольный трофей региона. Команды «Ахмат» из Центароя и «Войнах» из Шали провели очный поединок на стадионе имени Белимханова. Чем завершился первый в этом году матч, расскажет Хамзат Аюбов. Очередное непримиримое соперничество двух извечных оппонентов. В прошедшем чемпионате их разделили всего пара очков. На втором месте Шалинский в «Войнах», на первом Ахмат из Центароя. Он же выиграл и Кубок Республики. Однако битва за главный трофей сезона только началась. Свои притязания на Суперкубок первыми продемонстрировали шалинцы, забив гол спустя полчаса игры 1-0. На перерыв ушли в таком же счете. Футболисты из Центароя вошли во второй тайм с активного прессинга, однако и следующий забитый гол пришелся в пользу шалинцев. Отличился полузащитник Даниил Сулейманов, но окончательный счет на табло установил Руслан Муташвили на 69-й минуте. Уже после 3-0 все вопросы о победителе были сняты. Команда «Ахмат» получает серебряные медали, хоть и сразу снимает их шеи. Футболистов можно понять. Настраивались-то на победу. Настоящий триумф сегодня празднуют Шали. Лучшим игроком матча признали Ислама Давлетукаева, который в этой игре открыл счет. Настраивались, работали. Вот и результат. Думаю, по игре, по счету, закономерности выиграли. Довольны все. С настроением сейчас чемпионат сейчас начнем. Задача РЦР хватит прижаться к своим воротам за счет высокого прессинга. Главная задача в центре поля. Вот центр поля это схватная задача Седага. Берж выполнить. Тактикой вы угадали, да? Ну да, замен удачного летка. Суперкубок ушел к своему очередному хозяину, однако сезон футбольный только начинается. Уже на следующей неделе все команды Чечни приступят к своим регулярным матчам в споре за новые медали нового чемпионата. Хамзат Аюбов, Мансур Саев, Зелим Закаев. Новости. На этом все. Спасибо, что были с нами, и всего доброго.